محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ассаляму алейкум. Сегодня в резиденции Духовного собрания мусульман России в городе Москва состоялось мероприятие совместное со организацией «Штаб», татарской организацией «Штаб» и московским муфтиятом. Мероприятие называется «Первый намаз». Слава Богу, по воле Всевышнего уже у нас получается систематически проводить такие акции, мероприятия. И с каждым разом мы видим, только интерес возрастает. И думаем, что в ближайшем будущем мы обязательно будем продолжать. Религия, действительно, мусульманская религия помогла сохранить идентичность российских татар. Самое главное, чтобы молодой человек знал свои корни, у него идентичность национальная, религиозная, гражданская, региональная, общегосударственные и гражданские существовали. Невозможно противопоставлять мусульманина татарину, москвича татарстанцу или общероссийского патриота на своего областного или городского татарина противопоставлять. И поэтому мы в состоянии, у нас есть и опыт, у нас, оказывается, и кадры есть, и особенно в Москве оживление наблюдается именно на этом уровне, на уровне реальных общественных организаций или реальных мест, даже реальных квартирников. Вот происходит вот такое оживление. Очень тревожно, когда подрастает молодежь, которая при помощи цифровых технологий уходит в иной виртуальный мир, приобщаются неожиданным каким-то ценностям, подвергаются отдельным влияниям. А обычаи наших предков, культура, язык, реальная история, которая формирует личность и самосознание, этническое самосознание, они сами по себе не придут именно на таком общении, на встрече со своими старшими товарищами, своими сверстниками, обязательно сохранят самих себя и сохранят наш народ. Сегодняшним вечером мы хотели бы поговорить с нашими штабовцами о духовности, о сохранении нации, татарского языка и о религии в целом. Спасибо большое, хочу сказать Рустам Фаизовичу, что проводит такие акции, приобщает молодежь. Некоторые люди, приходя сюда, вот, слушая лекцию хазратов, они вообще первый раз в жизни совершают свой намаз, например. Это, на мой взгляд, очень большое дело, и иншаллах, от нашего Господа будет большое вознаграждение Рустам Фаизовичу за это дело, которое он делает. Во-первых, надо всем осознать, что мы мусульмане. Прежде всего, это надо взять, понять. И сегодня вот мы тоже беседовали, когда пришли к выводу, иногда, к сожалению, наши семьи, новые семьи, так назовем, да, татарские, вот муж татарин, жена татарка, начинают искать имя для ребенка, и когда вот мы там советуем им назвать ребенка каким-то таким именем, Абу Бакр, Мухаммад, они говорят: нет, подожди, он среди русских живет. И нам эти комментарии, конечно, понятно, откуда они идут, откуда они вообще прививались, такие вещи, да, к сожалению, вот надо, пока мы сами для себя такую задачу не поставим, никто за нас эту задачу решать не будет, потому что судьба татара в руках самих татар. Хотелось бы пожелать, конечно, родителям, взрослым поколениям, чтобы с детства воспитывали своих детей в таком духе, чтобы, когда у них настанет время выбирать своего спутника жизни, у них не возникало вопросов, на ком им жениться, за кого выходить замуж. Чтобы, если они татары, чтобы у них был только один вариант – жениться на татарке или выходить замуж за татарина. Это, конечно, большой путь к тому, чтобы сохранить нашу нацию. А если мы будем ассимилироваться, растворяться среди других национальностей, шансов остается все меньше и меньше. Нашим центром является Казань, и хотелось бы, конечно, чтобы
политика Татарстана была направлена и на другие регионы, и на заграницу, чтобы помогать своим выходцам из Татарстана, не только и вообще всем татарам сохранять свой язык, сохранять свою культуру. Все татары России, особенно это коснулось татар Татарстана, столкнулись вот с этим проблемой языка, о этом мы говорим. И как есть пословица, не бывает худо без добра, все это как-то встревожило, всколыхнуло, насторожило, подвергло к глубокому анализу этой проблемы татарского языка и, значит, татарской нации. У нас нет понимания того, что вот с яслей, если бы с детского сада людям бы объясняли, например, по примеру европейских стран, вот взять страну Швейцария, там 4 государственных языка, в Финляндии 2 государственных языка. Вот я 2 дня назад прилетел из Туниса, там 2 государственных языка, и каждый, значит, житель Туниса знает очень хорошо и арабский, и, значит, и французский. Здравствуйте, дорогие друзья. Bonjour, mes chers amis. Hello, my dear friends. Наша цель, вот как я это вижу, возродить интеллигенцию татарскую, да, сделать больше культурных, образованных людей, за которыми будут идти. Они должны быть лидерами, они должны быть, прежде всего, семейно ориентированными, плодовитыми, чтобы были и сами культурные и порождали себе таких же культурных людей. И с помощью, скажем так, сплоченности в этом направлении, да, мы, наверное, все-таки сможем выйти на новый уровень развития и показать, что татары — это не вымирающая там, это нация, да, но и далеко идущие перспективные люди. Я бы хотела пожелать молодежи, мусульманам, пожелать хотела бы, чтобы они никогда не забывали свою веру, свою ответственность перед своей нацией, учили татарский язык, это очень важно. Также обучали татарскому языку своих детей, а бабушкам, дедушкам желаю, чтобы они учили своих внуков также татарскому языку, побольше говорили на татарском языке дома, чтобы быстрее дети могли научиться говорить. И хотелось бы, чтобы было даже в русских школах, где учатся, конечно, не только русские, и татары, и башкиры, и мусульмане, уроки башкирского татарского языка. В Москве татарский язык у нас немножечко здесь по-другому. Мы видим решение этой проблемы в Москве. Это в шаговой доступности мы должны создавать везде ячейки татарского языка. Пусть это будет какая-то кухня или очень важно вот создать в идеале, это в каждой русской школе должен быть татарский класс. И в этом классе собираются и первоклассники, и десятиклассники. Они с такое сообщество татар в школе, территория татар в школе, с привлечением преподавателя по татарскому языку для этих ребят, значит, это получается немножечко факультативный вариант, но он очень необходим в каждой московской школе и в школах Подмосковья. Я уже не говорю о нашей татарской школе, где уж, конечно, должно быть глубокое изучение татарского языка. Также мы должны в каждом микрорайоне в шаговой доступности создавать места для нашего пожилого поколения, чтобы они приходили, собирались на вечерний намаз. И вот этих вот площадок, или это будет арендная квартира, или это будет офис, или это будет класс в школе, как я говорил, их должно быть в шаговой доступности очень много и везде. Там должны создаваться татарские общины, потом эти общины должны собираться в татарской автономии, вместе проводить татарские праздники, но при всем при этом, особенно вот это опять касается Татарстана, там мы столкнулись с отсутствием идеологии к тому же. Ведь детям преподносить татарский язык, просто учите татарский язык, это оказалось мало. Они должны настроены идеологически на необходимость понимания этого. Я думаю, что все будет у нас прекрасно. Значит, мы очень оптимистично настроены, мы за татарский язык, и думаю, впереди у нас только позитивное ждет.